что... Это Москва международная. В третьей студии ведущий Руслан Орехов и наши гости, которых представит Руслан. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Мы очень быстро перешли к вам, потому что соскучились. Был огромный перерыв в этом проекте, и мы надеемся, что вы подготовились на славу. Как сказать, как всегда готовимся не мы, готовятся наши гости. В этом прелесть этого включения, в этой части нашей программы. Но единственное, дорогие друзья, вы как быстро передали слово мне, а сами не поздравили огромную часть населения с Новым годом. Ну что ж вы так-то? Кристина сделала Я не глаза, понимаю. Зачем ты пугаешь Кристину? Сегодня не армянский, Кристин, ты ничего не пропустила. Еврейский Новый год. Поздравляем всех. Но сегодня в гостях у нас не менее древние, но другие народы. У нас сегодня в гостях удмурты и кумыки. Наши старые друзья, которые уже были у нас в гостях, поэтому, как сказать, уже, может быть, мы зададим не так много глупых каких-то вопросов, может быть, мы уже по старой памяти будем уже какие-то вещи уточнять, а может быть, просто хорошо посидим и, как сказать, и устроим праздник для наших зрителей. Итак, сегодня у нас в гостях представители удмуртов. Степан Лагунов, баянист-виртуоз. Кристина Ярская, певица, участница телепроектов «Голос», «Главная сцена», участница группы «Ленинград». Но не она пела про Лабутена, а про что она будет петь, мы узнаем уже скоро. Алексей Бегишев, журналист, диктор, блогер. И Олеся Палатова, этнопевица, член правления региональной общественной организации «Удмуртское землячество». С другой стороны, не менее представительная делегация я уже третий раз ошибаюсь, простите меня, пожалуйста, больше не повторится. Кумыков. Дагир Магомедов, председатель Московской кумыкской организации «Кумуклар». Джамбул Канакбиев, менеджер по мультимедийным проектам Московской кумыкской организации «Кумуклар». Самира Бациева, ученица 7 класса, самая юная участница за все время существования нашего проекта. Закир Абдуразаков, художественный руководитель школы лезгинки и ансамбля «Кавказ». Может быть, мастер-класс сегодня будет для всех. И Рашия Магомедова, балетмейстер школы лезгинки «Кавказ». Ну, точно, будет мастер-класс. Я на это рассчитываю. По традиции, краткое представление, кто поет, кто просто обращается к нашим зрителям. Каждый выбирает форму обращения себя. Давайте начнем с кумыков. Тоже, пожалуйста. Слово предоставляется Дагиру Магомедову. Hoş geldiniz ayağlı kumuklar. Hoş geldiniz ayağlı umutlar. Хорошего вечера вам. Надеюсь, сегодняшняя передача всем понравится. Расскажем кратко о кумыках и о удмуртах. Да, вы об удмуртах, а не о кумыках. Хорошо. Все такие застенчивые. Да. Раскачаются еще. Вечер будет веселый. Удмурты. Джидж, бурич, гажаной, шьёс. Это мы, удмурты, будем сегодня петь, плясать, танцевать. Еда у нас едет, поэтому вы ее поедите, посмотрите. А с кумыками мы обязательно поделимся. Хорошо. Про них мы тоже очень много читали. Да, они все готовы. Но вы еще обещали короткую песню, куплет для того, чтобы просто как-то познакомиться. Включайте себе микрофон там. Угу. Да, эта песня поется на застольях, когда люди собираются, и поется в ней о том, что все друзья, все молодцы, все красавчики. Угу. Чуть-чуть ближе к себе микрофон и начинайте. Да, и вы тоже. Ага. 3-4. Кылзе алиоиш йосе арган квара марвера Яратылоиш ясмылеш Умлюкишке сошуэ Яратылоиш ясмылеш Умлюкишке сошуэ. Спасибо, браво. Немножечко какую-то революционную песню напомнила по интонации. Но будем знакомиться дальше, все поймем. Пишут, кстати, в чате, что кумыки замечательный народ, добрые, отзывчивые и очень красивые. Ну, это можно уже видеть, да. Но то же самое можно сказать об удмуртах. Про удмуртов позже еще. О внешней красоте, о душевной сейчас все узнаем. Ну, знакомство надо начинать, как всегда, от печки, где народ живет. Если есть республика, то и о республике, о родных краях. Поэтому давайте сейчас начнем с кумыков, посмотрим видео презентационное и узнаем, по крайней мере, где это все, где они проживают. Пожалуйста.
Чтобы вы знали, кто такие кумыки, расскажем вам о них вкратце. Кумыки – 600-тысячный тюркский народ, проживающий на восточной и центральной части Северного Кавказа. Кумыки – самый крупный тюркский народ на Северном Кавказе и коренной народ в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Преимущественно кумыки проживают в равнинных и предгорных территориях на побережье Каспийского моря и в низовьях реки Терек. Каспийское море кумыки именуют Хазар-Денгиз. Историки часто относят кумыков к потомкам хазар. Кумыкский язык до середины 20 века играл роль языка межнационального общения и внешней коммуникации на Северном Кавказе. Именно поэтому государственным языком Горской республики был кумыкский. Кумыки в своей истории создали несколько государств: Шавхальство Тарковское, Мехтулинское ханство, Уцмийство Кайтакское, Индерейское и Кёстековские княжества, а также Бураганское ханство. Наиболее влиятельным из них было Шавхальство Тарковское. Сегодня кумыки показывают одну из самых высоких темпов роста численности среди народов России. Кумыкская культура носит надэтнический характер, так как ее носителями являются не только сами кумыки, но и многочисленные представители других кавказских народов. Историческим и культурным центром кумыков является Тарки, который возвышается над Махачкалой. Хорошие места себе выбрали для жизни, Каспийское море. Я ожидал, что, знаете, когда оно называется Кумыкское. Но нет, все достаточно скромно. А Помидоров хотел как-то знакомиться, услышать язык, он любит такие вещи. И вот у нас уже юная артистка Самира Бациева готова прочитать стихотворение. Самира, пожалуйста. Только скажи, как называется, о чем-то стихотворение и читай, пожалуйста. Стихотворение называется «Ана телем», и автор этого стихотворения Абукова Патимат. Ана телем берген белем, салган мени түз yolga. Ана телем булан анам, көп алга мени колга. Ана телем лайлай айткан чайкап мени бошигим. Ана телем сени булан болду мени өсүм. Ана телем калап айтып, какилерим да тиеткен. Атам, анам, папай, какай демен мени үйреткен. Ана телем сен айтмаган, үйретмеген не калды? Насихатым яшлыгымда. Yüreğime yağ saldı. Спасибо. Возвращайся к нам. Мы будем знакомиться с Удмуртией. Пожалуйста, удмуртский презентационный ролик. Где находится одно из самых загадочных мест на планете? Почему туда стремились Емельян Пугачев и Вилли Хаапасава? Как люди могут договориться на 130 языках? И почему бабушки, живущие там, мировые знаменитости? Где именно у рыжеволосых есть целый фестиваль? И почему в этом месте делают украшения из монет? Где гербер — это не только цветок, но и национальный праздник? Это место Удмуртия. Этот край — одна большая многонациональная семья со своей уникальной историей. Историей, полной героев, событий, эпох и традиций. Именно здесь родился Чайковский, изобретен автомат Калашникова и живет Галина Кулакова, которая принесла 9 мировых побед нашей стране. Здесь впервые зазвучал рев легендарных мотоциклов «Иш», запели бурановские бабушки, покорившие мир, а в густых лесах скрыт таинственный говорящий родник, отвечающий вибрации воды на звук голоса. Именно в Удмуртии, на родине пельменей, есть памятник этому блюду – пельмень на гигантской вилке. Здесь у детей есть свой Дед Мороз, Толбабай, а мировые звезды цирка привозят для них свои лучшие номера. Рок на удмуртском языке группы Silent Вугур звучит в Европе, а рэп-супер-удмурты — в московском Кремле. В Удмуртии в одной семье говорят на нескольких языках, и более 130 народов, как одна большая семья. Удмуртия — это край, которым гордятся. Удмуртия — это ты. Здесь ты делаешь историю, находишь свое дело, становишься значимым и любимым. Удмуртия — это твой дом. Знаете, как сказать, все пока очень так официально, естественно. Единственное, спасибо Самире, она как-то это разбавила, этот официоз. Давайте вот так, теперь по-простому. Кто откуда и чем хороша малая родина? Давайте начнем с вас. Давайте. Дамир. Тагир. Ой, извините, да.
Я родом из Республики Дагестан. Нет, ты родом из какого-то конкретного места, понимаешь? Да, я говорю подробно. Давай, найдем. Я с планеты Земля, Российская Планета Федерация. Земля, Российская Федерация, Республика Дагестан, Карабахский район, село Манаскент. Это довольно-таки молодое село, молодое население, более 150 лет уже проживают люди. А род мой начинается немножко южнее Кумыки, это село Маджалис, Кайтакский район. Твое родное село, а чем оно тебе? Вот ты как-то оно самое лучшее или все-таки так? Нет, каждое село кумыкское, оно уникальное на самом деле. Ваше чем? А наше уникальное, если говорить про Маджалис, там такая красота природная, то есть село находится в чаше, пригорье. И вот только разделяет вот это вот пригорье въезд в само село. Поэтому очень уникально и очень красиво. Красиво? Да. Можно в гости? Конечно. Помидоров любит спрашивать, куда в гости. Правда, никуда не ездит, но, наверное, записывает, по крайней мере. Кто похвастает своей малой родиной? Что вот это вообще? Я обрусевший удмурт. Родился в столице республики, городе Ижевске, но родители у меня из северной части, из южной части. То есть я наполовину северный удмурт, наполовину южный удмурт. Центровой удмурт. Нет, есть еще центральный удмурт. У нас я северно-южно-центральный. Поэтому в речи использую слова и северный, и южный. Меня иногда не понимают ни там, ни там. Вот. Это преимущество. Хорошо. А теперь о своей какой-то родине малой кто-нибудь? Девушки? Давайте. Вот самое смелое. Да, Удмуртия наша любимая малая родина. Хоть мы живем уже в Москве давно, очень ее почитаем и любим, особенно ее традиции. Наша Удмуртия почитается как языческая республика. У нас очень много таких вот заковыристых всяких штук, которых мы умеем заворожить, приворожить, отвести. А я вот смотрю, такие вот глаза на меня смотрят, и я чувствую, что это неспроста. Это мы умеем, да. Поэтому этим мы тоже славимся. Очень много передач по этому поводу можете в интернете посмотреть, дорогие наши соседи. Вот. Знаете, лучше покажите. Мы уже в интернете, что нам туда ходить? Можно по ходу дела кого-нибудь приворожить. Покажем вам обязательно в следующий раз. Мы частенько у вас бываем, придем со специальным обрядом. Нет, но если бы был у кого-то ячмень, мы бы плюнули в глаз. Знаете, если был бы у кого-нибудь ячмень, мы сами бы плюнули в глаз. Это все знают. А у нас еще там заговор особенный. Тогда ладно. Степан, моя малая родина – это город Глазов, который еще в простонародье называют северной столицей Удмуртии, но на самом деле 2 года... Нет, главное, обычно северные у нас культурные столицы. Вот Глазов, он как? Глазов, конечно, это культурная столица со своими традициями, устоявшимися, со своей особенной своеобразной культурой именно севера Удмуртии. Как-то соперничает Глазов со столицей удмуртской? Как-то меряетесь чем-нибудь? Ну, я думаю, они идут параллельно. Какие все политкорректные. Вот какие, да, вот так. Да, они идут параллельно, мы дружим, мы, в общем, да. Да, Глазов самый чистый город в Удмуртии. Ну и Ижевск тоже чистенький. Чистенький, хорошо. Кумыки? Да. Я родом с Хасавюртовского района, селение Казмаул. Это, получается, уже северные кумыки, как удмуртов. У нас тоже есть южные кумыки, северные. Это неофициально, но... Отличаются чем-то друг от друга? Просто диалекты. Небольшое отличие, да, в языке. А так мы свободно говорим не только с кумыками, мы можем и с нагайцами говорить, можем с карачаево-балкарцами, с крымскими татарами и так далее. Пожалуйста, я очень просил. Знаете, как обычно красивые женщины отмалчиваются. Пожалуйста. Мы, можно сказать, мы вместе, тоже с Буйнакского района, селение Атланаул. У нас Буйнакский район, получается, очень много национальностей, получается, и в Буйнакске, в самом городе, и в районе, но каждый разговаривает на кумыкском, так что все национальности, которые там находятся, знают кумыкский язык и спокойно на нем говорят. Вот. Мы, получается, то же самое, северные, но у нас диалект наш тоже чуть-чуть отличается от хасавюртовского. Какие-то слова, какие-то... Это сразу выясняется, вот когда встречаются да, два? Это при разговоре сразу понятно. Прямо здрасте, уже все понятно. Можно сказать, да. Там некоторые словечки, некоторые там предлоги, которые при разговоре сразу выявляются. Закир, как-то вот глаза закатил, что-то хочет, думает о чем-то. Я тоже с Атланаула, с Буйнакского района. Вот. Мы брат и сестра. Наше селение расположено в предгорье. Это 30
3 километра от столицы Махачкалы. Что я могу сказать о нас? Очень красивое место, селение, вот. Но мы славимся тем, что у нас раньше был поэт такой, Ирчи Казак. Он родился у нас, в нашем селении. А раньше наше селение называлось Сталин-Аул. Сталин-Аул? Да. Угу. Самое первое название было Муслим-Аул. После того, когда Сталин пришел к власти, и после всех этих 40-х годов переименовали ее на Сталин-Аул. Хорошо, а вот этот момент, когда то, что вот в селе родился поэт, это вообще для жителей это как-то предмет гордости? Как-то вы хвастаетесь перед соседями, да? У нас стоит памятник в честь него, Ирчи Казака. Красивый памятник. Школа называется именем Ирчи Казака. Хорошо. Удмурты, вот знаете, мне тоже интересны вот такие вот вещи, вот места. Вот те места, в которые в Удмуртии, которыми вы гордитесь, которыми, вот знаете, сказать, вот, на вопрос, простой вопрос, куда поехать, или вот на такие места, которых больше нигде нет. Вот что наверняка есть. Например, у нас в Кизнерском районе есть говорящий родник, который реагирует на речь. Когда в лесу никого нет. Ой, сейчас. Что? Да, пожалуйста. Отголоски. Он заговорил родник, Да. Когда в лесу никого нет, он просто течет, а когда люди подходят и слышат... ручей слышит речь, то он начинает бурлить. И очень много приезжало ученых, журналистов, операторов, и все Он восхищаются. от характера речи как-то по-разному бурлит? Да, если ты спокойно говоришь, то он более-менее спокойный. Если кричишь громко, то он начинает бурлить. Вообще, Удмуртия, это какая, не знаю, степная, сельскохозяйственная, то есть поля или лесная? Мы находимся в Придуралье. Горы? Да, берут начало горы там как раз-таки. Вот есть у нас гора Байгуриш. Холмистая местность. Да, холмистая. Леса или вот как-то сельская местность, что больше? И какие-то леса? Тайга или вот погулять можно? Можно погулять, у нас очень хорошо. Медведи есть? Леса. Есть, можно Смотреть по встретить. карте, на самом деле... Сейчас вас не слышно. Если смотреть Или по вот, карте... вот микрофон возьмите. Если на самом деле, друзья, смотреть по карте, что для нас на самом деле интересно, наши леса считаются тайгой. Угу. Хотя, собственно, леса и леса, да, мы привыкли. В общем-то, ничего особенного на тайгу не похоже. Но, на самом деле, лесистая местность у нас. И Удмуртия – родниковый край. Чистейшие родники. У нас их очень много. Порядка очень 9 тысяч. Санатории, курорты открыты, на которые приезжают со всей России. Вот уже Так начинается, что уже начинается представление. И тут же слова. Спасибо. Слово кумыкам. Понимаете, а вы чем ответите? Знаете, как сказать? Как только речь пошла о курортах, кумыки не могут молчать. Если вы заметили по карте, то с одной стороны у нас горы, с другой стороны море. Каспийское море, которое мы называем Хазарское море. И у нас сейчас есть огромное количество баз отдыха, курортов, современных аквапарков. Была картинка, но его пока что не показывает оператор. Можно всегда пересмотреть, да, и что? Много пляжей, можно прийти отдохнуть как с семьей, так и просто. Да. Я бы хотел еще добавить, что... Не надо так близко, слышно хорошо. Мое село, Манаскен, откуда я... Вот уже начинается, да. Как раз таки находится прямо на берегу Хазар-Денгиз, это Каспийского моря, так что могу пляжи пригласить. Есть? Конечно. Оборудованные? Оборудованные, современными все культурно? Культурно. Ну вот уже появляется такой интерес, потому что надо же куда-то решать, лето скоро, надо куда-то будет ехать. Ждем всех. Хорошо, ладно, вот в самом начале подписались. Московская кумыкская организация «Кумуклар», это официально. Хорошо, знаете, как сказать, разговор разговорами, но вот мы очень любим песни. Есть? Ведь есть же у вас песни, пожалуйста. Начинали с кумыкского стихотворения, а продолжим удмуртской песни. Пожалуйста. Пока представьте, что это за песни. У нее был автор и исполнитель, но она стала уже народной. Это песня про красивых девушек. Ой, ты чеберный уёс. Очень легко запомнить. Да, и повторить, что характерно. Ой, ты чеберный уёс. Ой, ты чеберный уёс. Ныл уёс. Ныл уёс. Ой, ты чеберный ныл уёс. Ее знают абсолютно все. На застольях, на свадьбах, на похоронах не поют ее, но... Ну так, но ее думают в это время, да, сидят с грустным видом и в это время думают. Пожалуйста.
лишь я слышу дом полы монгины огна. Малый меда у девочки мамином шумам. Ой, ты чеберную смалы сычаешь, жареный у двалышки ты едет пьес. Ой, ты чеберную смалы сычаешь, жареный у двалышки ты едет пьес. Мон колхозин усто ужас вензе уж яло. Ну я сгине у пьяра то вечерик яло. Ой, ты чеберную смалы сычаешь, жареный у двалышки ты едет пьес. Ой, ты чеберную смалы сычаешь, жареный у двалышки ты едет пьес. Кенши монша ты был тусы щедевал щенмы. Малый меда у девочки виралы мыны. Ой, ты чеберную смалы сычаешь, жареный у двалышки ты едет пьес. Ой, ты чеберную смалы сычаешь, жареный у двалышки ты едет пьес. Ой, ты чеберный ёса. Да, по бумажке, но я уже могу что-то сказать на удмуртском языке. Можно я задам вопрос? Конечно, Кристина. У нас сидят вот по вашу правую руку удмурты. Я читаю их фамилии, я бы никогда не различила, какому народу они принадлежат. И похожи они, извините, вот, на русских. Подскажите, какая все-таки есть черта у удмурта, вот, которая делает вас индивидуальной? Ну, чтобы можно было узнать, что вот я вот это увижу удмурт. это качество или вот эту черту характера в человеке и скажу, да вы удмурт? И потом такой же вопрос, чтобы можно было Камыка. узнать. Кумыка. Да, Кумыка, пожалуйста. А вот расскажу, почему у нас русские фамилии. На самом деле, да, удмуртов любят все. Мы никогда не воевали. Никого не завоевывали. Жили себе мирно и весело, завоевывали все нас. Соответственно, северных удмуртов завоевали русские, а южных, соответственно, татары. Да. И у нас очень много татарских фамилий и русских фамилий. А есть какие-то имена, чисто, я не знаю, может быть, там, сейчас, может, так никого не называют, но вот удмуртские имена. Конечно, конечно. Какие они? Италмас, Дичу, Зангари. Это названия цветов, названия животных, названия каких-нибудь явлений природы, птиц, что-то вот такое красивое, что привлекало внимание. А вот сейчас очень популярно молодые люди используют так называемые никнеймы между собой, и вот у большинства из нас тоже они есть. Да, есть. Хорошо, знаете, Степан, вы так прям присутствуете в разговоре, но вам как-то не... Вы сам с краю микрофон берите, если хотите добавить. Конечно. Вот он микрофон. Говорите. Или только на баяне? Ну, еще я хочу добавить то, что удмурты отличают, как правило, рыжие волосы. Да, это целый праздник, да? Самая рыжеволосая нация у нас даже есть праздник в столице нашего города. Не ирландцы, а вы, что ли? В России. А, в России. А в мире? Вы мерились? Второе место. Второе место. Так, ага. Вроде все, самые основные. Знаете, увидел рыжего, спросил, не удмурт ли ты? Все правильно. Скажите, а еще фамилии? Вот потому что ваши фамилии, они, в общем, так сказать, нельзя сказать, что они какие-то особенные, там, по сравнению в Москве, они такие обычные. Есть какие-то удмуртские фамилии? Ну вот самая, наверное, распространенная в Удмуртии фамилия — это Карепанов. Наверное, каждый там третий, пятый — это... Карепанов, правильно. Потому что я бы сказал, как-нибудь Карепанов. Карепанов, да, правильно произносить? Правильно. Хорошо. А сейчас поговорим, кто ваши, так сказать, ближайшее окружение, родственники. Кумыки. Вот... Здесь все понятно. Хотя, вот знаете, как-то есть какие-то особые кумыкские имена, особые кумыкские фамилии, которые... Потому что, понимаете, да, москвичу трудно, так сказать, с Кавказа, к сожалению, все кажутся одинаковыми. Но вы же различаете, в том числе и по именам, по фамилии. Вот кумыкские имена. Имена, мое имя, Джамбул, кумыкское тоже. Но Джамбул это распространенное имя такое. Ну, не скажу. Многие до сих пор не знают, неправильно выговаривают, неправильно пишут. Там, даже там? Или в Москве? Даже там. Хорошо, ладно, еще. Тут обычные имена. Тимур, такие тюркские, тюркско-татарские, они кумыкские. То есть вот тюркские имена, они, так сказать, они же и ваши, да? То есть они в переводе означают, что есть смысл на кумыкском языке. Закир, да? Имена еще Айнутдин. В микрофон говорите, да. Ага. Айнутдин, Зайнутдин.
такое вот окончание, но тин получается вот именно вот этими отличаются, вот именно кумыкские. А фамилия, вот кумыкские фамилии, ну вот я понимаю, что это здесь все-таки такая родовая история, она очень сильная, поэтому вот какие-то самые распространенные кумыкские фамилии. Вы знаете, тин присутствует. Микрофон только напротив. Тин присутствует именно вот в фамилиях тоже. То же самое, что ваши имена. Айнудин может быть и спокойно Айнудиновым, к примеру. Зайнудиновым. Там, ну то есть по имени какого-то предка, да? Предка, имени, может быть, имя и фамилия одинаковым, к примеру, да. Вот мое имя, к примеру, Рашия, тоже не самое распространенное, но именно кумыкское имя. Оно что это значит? Ну, я бы не сказала, что оно что-то значит. То есть нет какого-то такого перевода, да, который... Нет, такого определенного перевода нету. Хорошо. Кстати, вот меня удмурты спрашивали, есть возможность задавать вопросы друг другу, если вдруг у кого-то есть? Да, очень бы хотела спросить, насколько у вас вот осталась история. Я читала про ваше... Раз, два, три. Я читала про ваше гостеприимство, что вы очень любите гостей, по вашей традиции принято. Если к вам пришел гость, ни в коем случае ему не отказать ни в чем и не спрашивать, по какой причине он явился. Что в ваших домах есть даже отдельная комната для гостей. То есть при желании он даже мог остаться, как не это? спрашивая разрешения. Такое впечатление, что вам уже продиктовали, как надо. Гостям, конечно, это отдельное место занимает у нас на Кавказе, не говоря уже о кумыках, на Кавказе есть такое. А у кумыков, естественно, как говорят, первые 3 дня ты гость, а потом уже член семьи. Поэтому у нас обязательно. А кем, знаете, члену семьи по-разному относятся. Там уже домашние обязанности появляются. Там, ну вот это да, и уже означает. посуду помыть, да, и дров наколоть. Почему бы и нет? Ты гость на второй день, давай избудем идти. 3 дня ты у нас гость, ты ничего ты не делаешь. А 3 дня можно к соседям тогда пойти на следующие 3 дня. Нет, ну, честно говоря, это как поговорка больше идет. А так, конечно, гость это отдельное место занимает, у него отдельная лучшая ложа, у него отдельная лучшая комната. Все для гостя, конечно. Знаете, и сейчас я от вашего имени. А у вас? И у нас также. Ну как так же? 3 дня гостя, потом уже, так сказать, в лес по дрова, по воду и так далее. Можно гостить тоже. Были специальные места обустроены. Ну и сейчас, конечно же, это есть. Накормим, напоим, ну и поработать придется, наверное. Удмурты на самом деле очень любят гостей. Если гости не приходили откуда-то извне, издалека, они друг к другу очень любят ходить в гости. Деревня, другой деревня, то есть каждую неделю всегда ходили гости. Вот бабушка моя горюет каждый раз. Она говорит, каждый раз, каждую неделю к нам приходили гости раньше. С песнями, с плясками. Сейчас вот как-то все это выходит. То есть вот это то, что называется сейчас в городе тусовка, это удмуртское изобретение, да? То есть пойти в выходные потусоваться в соседнем. Ну а почему нет, конечно. И обязательно всех встречали по шатемам. Это удмуртский глинтвейн. Ну и тут же и песни, и пляски, я понимаю, да. Хорошо, ваши соседи, вот вы сказали, да, так сказать, так вот сдержанно, скромно завоевали русские, татары, но ведь есть еще соседи, которые, ну, ваши, как сказать, однокоренные, что ли, если так правильно назвать, финно-угры, да. Вот кто ближе всего к удмуртам, кого вы поймете, говорящего на их родном языке? Больше всего мы поймем именно коми народ, потому что мы относимся к пермской группе, финно-угорской ветви уральской языковой семьи. То есть, получается, у нас языки, мы можем друг друга понять. И очень много похожих слов. А финнов поймете? Финнов, эстонцев? Финнов нет. Финнов, эстонцев нет. Карелов нет. Тоже нет. Хорошо. А знаете, еще вот это вот, сейчас тут вот я обратил внимание, Алексей нарисовал вот этот вот звездочку или крест, как правильно, то, что это на флаге. Солярный знак. Что он означает? Это 8-конечная звезда. Кстати, она у нас присутствует на флаге. Да. И это оберег. По традициям оберегает всех, кто приехал в Удмуртию. У нас даже есть герой капитан Удмуртия с таким флагом, значком. Хорошо. Еще такой момент, сейчас к вам, да, вы же и прислали нам вот это вот самоучитель удмуртского языка. Да, кстати, хотим научить наших друзей кумыков удмуртскому. Например, какал – это ленивый. Да, легко запомнить. Конечно. Давайте дальше. Куй – это лопата. Вот как это произносить? Хорошо. Все ударения на последнем слове. Понятно. Ну да. Легче не стало. Так. Деймон – страшилище. Деймон. Вот он, городской. Урод. Подождите, это не заимствованные слова, это коренные. Наши. Урод плохой. То есть это вот, как сказать, как страшилище?
Деймон, Зэк Деймон, толстое страшилище, да? Умой баб. Хороших снов. Вот это вот хорошо. Это каждый раз вот на ночь кому-то говорите. Просто это надо взять себе. Это у нас целый проект такой. Вы можете по хэштегу «Учим удмуртский» зайти в социальных сетях и найти много таких картинок. Это вот только самые Давайте яркие. Так, давайте возьмем «Умой баб», а мне это нравится, в качестве вот этого вот, на ближайшую неделю. Будем медленно учить, зато навсегда запомним. Насколько сложно выучить кумыкский язык? Ну, кумыкский язык, он является таким, в древности он был языком международного общения. Его знали не только кумыки, знали наши соседи, знали горские народы, знали и практически все вблизи, которые проживают, равнинные народы. Кумыкский, он очень простой, легкий. Кстати, мы недавно сайт ВКонтакте перевели на кумыкский язык. То есть вы сейчас можете зайти на сайт ВКонтакте, поменять язык, и там будет кумыкский. Там вы поймете, что там все просто, ничего сложного нет. Да, конечно, я сразу пойму, естественно. В принципе, вот это вот основная такая проблема сохранения идентичности. Вот, в принципе, да, все москвичи уже, все мы живем в одном большом городе, где, так сказать, знаете, как сказать, не то, что там кумыкам, удмуртам, русским остаться сложно. Вот. Как это все удается? Что вы для этого делаете? Какие есть сложности? Пожалуйста. Давай, Дагир, ты. Ну, если говорить именно про московских кумыков, у нас есть московская кумыкская организация «Гумухлар», где мы совместно с другими народами проводим мероприятия. То есть там, где мы показываем свою культуру, да, и остальные кумыки, которые проживают в Москве, они... как сказать, видят, да, вот свою культуру и также практикуют. Сколько в Москве кумыков приблизительно? Приблизительно около 5-6 тысяч. То есть это из кавказских диаспор не самая большая, по большому счету? Нет, не самая большая. Но самая большая часть это в Дагестане, кумыки. Хорошо. Знаете, у меня вот вопрос к Самире. Самир, а вот у тебя дома на каком языке разговаривают? Микрофон включай, говори, а? В основном мы разговариваем на кумыкском. На кумыкском. То есть вот у тебя не было проблемы учить, что нужно учить этот язык, он для тебя родной с самого начала? Да. А откуда родом твои родители? Из Чеченской республики, село Брагуны. Там есть ведь родственники еще остались, да? Да. А бабушки, дедушки, они где? От папиной стороны бабушка, дедушка, они сейчас с нами, но позавчера или вчера уехали уже. А от маминой стороны они в Брагунах еще. Вот, вопрос. Ты бываешь там? Бывал? Отправляли тебя? Да, летом бывало. И как тебя вот встречают? Это у меня самый любимый вопрос. Знаешь, не бывает такого, типа, москвич приехал. Насколько сложно вот найти общий язык, там, влиться в компанию подружек? Не знаю, не так уж и сложно. Сколько времени уходит на адаптацию, чтобы ты стала уж прям совсем местной? Не знаю, неделя, наверное. Недели на адаптацию. Ну что ж, не так все плохо, все даже хорошо. Удмурты, как вообще остаться удмуртом в Москве? Я понимаю, что Москва – это финский город, и вообще здесь все наше, само собой, но все-таки удмуртом остаться, мне кажется, достаточно сложно. Это совсем не сложно, потому что у нас так же, как и у кумыков, есть своя организация общественная «Удмуртское землячество», где мы все вместе собираемся, проводим различные мероприятия, праздники. И, кстати, совместно с представительством главы Удмуртской республики. То есть проводят праздники, например, День бабушки или Удмуртский национальный праздник в Москве «Гербер». Гербер, о котором говорилось, да, вот это вот, это не только цветок, но и праздник. Да, мы его проводим также и в Москве. Хорошо. Об этом празднике чуть позже, но я знаю, что у вас какой-то вот это вот, знаете, как готовились, это была прям интрига такая. Мне редактор говорил, и там есть особая дружба между кумыками и удмуртами. И я подумал, что же такое между ними? Что это за такая особая дружба и как это возникло? В прошлом году весной, даже в феврале, руководитель одной удмуртской организации связалась с нами, и решили организовать совместное мероприятие в музее в центре Москвы. Мы организовали вечер удмуртской и кумыкской культуры.
Мы показали... Это был музей в центре Москвы, то есть там были обычные посетители, были приглашенные специально. Мы всем гостям и друг другу показали свою культуру, песни, танцы, стихи и так далее. А скажите мне, вот мы сейчас ведь посмотрим кумыкский танец, а вообще кумыки, они такие склонные вот это лезгинки танцевать и вот горячиться в танце? Ну, у кумыков исторически есть свой танец, кумыкский танец. Мы его будем смотреть сейчас? Да. Хорошо, но вот я просто, знаете, вот этот момент по темпераментам, вот давайте так вот. Кристина задавала вопрос, как узнать там удмурта в толпе людей, а в принципе вот основные какие-то черты. Знаете, только не надо говорить, мы добрые, мы мирные, мы радушные. Знаете, говорите то, что о вас говорят соседи. Знаете, как-то соседи, они не такие толерантные, они честно говорят. Но если шокировать, то... Да, шокируйте нас, да. Занимает одно из первых мест по самоубийствам. Шок, да. Просто о чем это говорит? Это даже раньше как было. Если человек кого-то обидел, и если он извиняется, он вешался напротив дома человека, которого обидел. И это считалось, что он вот сильно раскаивается очень. Вот, да. Хорошо, нет, вот на самом деле это шок, но это вот это реальный. Но это говорит о чем? О какой-то совестливости особой, какой-то вот это, я не знаю, вот скромности, застенчивости. Что это? Скромность, застенчивость, это исторически все пошло. Опять-таки же, если возвращаться к истории, к историческим истокам, как таковым, Удмуртия, на которой сейчас, собственно, обитают удмурты, это наша земля, никуда с нее не уходили, ничего не завоевывали, там, собственно, и появилась наша культура. А вот это вот ничего не завоевывали, это любовь как бы к родному месту или нежелание куда-то идти, недрочливость, что это? А зачем? У нас там довольно плодородная земля, удмурты всегда селились на берегу рек. Они занимались сборничеством, рыболовлей, земледелием. Вот это вот, а зачем? Это такой важный момент. А зачем, если все есть, все хорошо? Естественно, а зачем? Долгое время на них никто не обращал внимания, даже во времена Золотой Орды, но все-таки обратили. Посмотрели на нас и подумали, хорошо-ка живут. Что-то они дальше. И пошли на нас со всех сторон, и вот тюкали, и как-то вот затюкали. Скромность, к сожалению, на сегодняшний день это наша отличительная черта. Тяжело удмуртам в нашем мире, поэтому мы активно помогаем. Устраиваем вот такие уже масштабные именно на российском уровне мероприятия, как Гербер, показываем, что мы есть, мы красивые, мы стильные, мы танцующие, поющие. Никто не сомневается, что вы есть и что вы красивые. Степан вот это периодически пытается взять микрофон, да. Да, я вот тоже хотел добавить то, что Удмуртия вообще она находится в лесной местности, и вообще на самом деле дремучие леса, и даже вот Чингисхан, он не смог пройти, и вот когда, собственно, все происходили завоевания, он так и не дошел до удмуртов. Плюнул и развернулся, да? Да, потому что леса были действительно очень непроходимые, и удмурты жили в этой местности, никого не трогали, и поэтому, ну, конечно, это, можно сказать, недостаток удмуртов, то, что они немножечко зажатые, скромные, в отличие от других, немножечко даже стесняются своей национальности, так скажем, но на самом деле вот сейчас, уже, скажем, в 21 веке немножечко ситуация разворачивается, да, мы видим, прямо на глазах разворачивается, прямо вот здесь разворачивается. Да, и мы, конечно, поддерживаем и всегда будем поддерживать нашу культуру и наши традиции. А можно еще немного шокировать, да? Давайте. Ну, не шокирую, просто еще говорят то, что удмурты очень много колдуют, много различных повитух. Нас уже предупредили. И вот такой факт, что мы занимаем первое место, Удмуртия занимает первое место по просмотрам битвы экстрасенсов. Да? А вы смотрите, у вас колдуют? Давайте так, да. Можно я скажу к тому, что у удмуртов больше всего самоубийств. У нас есть противоположный факт. Дело в том, что у кумыков... Правда пошла. Вот это хорошо, да. Да, противоположный факт, то, что у кумыков самая большая рождаемость среди народов на Северном Кавказе. Сейчас, подождите, все-таки ответ на вопрос. Это официальные ответ на вопрос. А вот удмурты, они вот такие склонные к какой-то мистицизму, как я это понял, да? А кумыки смотрят ли,
битву экстрасенсов не обязательно, но вот вообще, насколько вера существует, там какая-то там суеверие, может быть, какие-то вот... На самом деле кумыкам вообще противоположно гадать, так как у нас религия ислам суннитского толка, и в нашей религии не разрешается колдовство. Это все передачи, я думаю, смотрят, наверное, все-таки там молодежь, это никто не может остановить их, да? Но колдовать, я не думаю, что у нас колдуют. Хорошо. Тогда кумыки, вот еще раз, да, с извинениями, как сказать, посыпая голову пеплом, но тем не менее, в Москве кавказцы, да, они вот просто кавказцы, или Дагестан, если уж на то, там крупно там Дагестан, Чечня, но все-таки характер кумыков вот вокруг и по сравнению с его соседями. Кумыки... Да, пожалуйста. Чем отличают кумыков? Обычно кумыки это считаются образованные, грамотные, они всегда стремятся к знаниям. Есть еще народы, которых можно другими свойствами, качествами отметить. Но кумыков в основном отмечают вот именно по этим. Образование, это какое-то такое стремление, да, общее? У нас очень много ученых, много поэтов, много людей, которые именно в сфере науки. А по темпераменту, знаете, как-то сказать, если там... Да, я понял. Кумыки являются одним из таких самых дружелюбных народов. Спокойными. Спокойные? Спокойные, да. То есть вас не развести вот на это соревнование в лезгинке, да, или все-таки броситесь в пляж? Нет, по поводу лезгинки нет. То, что касается танцев, мне кажется, равных нету, и невозможно, вот, чтобы кто-то танцевал, а кумык сидел и не станцевал. Знаете, как вот это... Первый рвется в бой, можно так сказать. И, пожалуйста, вам, как наша сцена, я объявлю Рашия Абдуразакова и... Закир Абдуразаков и Рашия Магомедова. Вот сейчас будет кумыкский танец, да? Да, кумыкский танец. И посмотрим, какие кумыки-танцоры. Волнуетесь, да? Вот это вдруг сейчас вот как-то вот... Или не волнуетесь? Уверены в них, да? Все получится.
Прекрасно. Ну что же, действительно, я не знаю, а первая студия, наверное, сейчас танцует. Нас должны танцевать. Ну, ну не каменные же, а нет, каменные сидят. Вот это. Я запрещаю Кристине Поларчан танцевать на работе. Мы сдерживаемся. Потому что я мужчина в студии, я главный. Пожалуйста. Она у меня просто так не дотанцует. А можно я задам вопрос? Мы отлучимся, а потом вернемся, и вы нам на него ответите. Давайте, Кристина, а если какие-то элементы лезгинки, ну лезгинка же она на Кавказе для всех лезгинка, но вот если у кумыков, да, какие-то элементы лезгинки, которые вот отличают вашу народность, вот может быть, я не знаю, жених должен так вот, ой, извините, парень должен быть вот так вот как-то вот руку, я не знаю, выдвинуть, или есть какие-то определенные движения, и вы нам о них расскажете. Расскажут обязательно. А спасибо. Какая же у вас прекрасная рука? Правая. Левая не знаю, а правая превосходная. Как это делают наши народы. Приходят к нам каждую среду и дарят нам свою любовь. А наши зрители дарят нам и нашим гостям свою любовь. Вот передают привет Кристине из Удмуртии. Говорит, что она большая молодец, 1000 ей поцелуев, прекрасная леди. Правда, прекрасная леди. Здесь можно трактовать. Может быть, это Кристина тебе передает привет. Нет, передайте Кристине из Удмуртии 1000 поцелуев. Русским черным по белому написано. Передать. У нас здесь много возможных передатчиков, да. Хорошо, а также пишут Иржая Сюнч Берип Ерлиге. Надеюсь, это все очень прилично. Что-нибудь понятно? Хоть что-нибудь из того, что он пытался... Да, есть что-то. Ага, еще выше. Более того, Серафим ранее пытался, и ему, вернее, удалось сделать подстрочный перевод песни, которую он услышал на слух, буквально, достаточно точно. Я очень надеюсь, что он ошибся. Потому что он говорит вредности нам, что мы не запоминаем слова песен, которые вы нам поете. Мы слышим просто по-своему. Да. У каждого своя версия. И спрашивают, как вступить в вашу организацию Кумуклар. Вот. Ну, давайте с этого начнем. Как вступить в организацию? ВКонтакте находите нашу группу Кумуклар. А надо быть обязательно кумыком? Или... Нет, у нас в организации не только кумыки. А кто еще? У нас очень много. У нас могут быть и нагайцы, и крымские татары, и кто угодно может быть. Кто угодно. Ну вот Помидоров, типичный москвич неизвестного происхождения. Кумыки дружелюбный народ. Кумыки исторически принимают все новые народы на свою территорию. Помидоров, тебя, ну и надеюсь, меня тоже возьмут. Кристина, мы не забыли про вашем вопросе по поводу нюансов кумыкской лезгинки. Все будет. Научить меня, вот не кумыка. Тебя нет. Так. Не возьмемся. Мы же знаем, какой ты. Ну, по крайней мере, вам передают комплимент в чате, что молодцы, отлично станцевали. Гордимся вами. И цветочек. Ну что же, давайте потихонечку двигаться дальше. Про ответ на Кристине вопросы зададим. Но знаете, как у меня главный любимый вопрос, это вот про взаимоотношения. Вот про свадьбы, про женихов, невест, мамы, тещи, свекры, вот это зятья, все как это все это устроено. Давайте начнем с удмуртов. Традиционным, как вот все строилось, вот это взаимоотношения в семьях. Наташ, может вы? Да, я думаю, все-таки передать слово Наташе, потому что в прошлом году, я же не ошибаюсь? Да. В прошлом году Наталья со своим мужем Романом сыграли удмуртскую национальную свадьбу. И мы помним этот момент, потому что практически сразу после этой свадьбы она пришла сюда, но тем не менее, да, вот как это правильно? Во-первых, удмуртская свадьба, ну и, знаете, как знакомство, жениховство, вот это все этапы. И потом, что как это муж, жена, теща, свекор и так далее. Как это все устроено? Пожалуйста. Ну, к сожалению, мы не смогли пройти все этапы, так как границы все-таки дают о себе знать. Жених из Эстонии, а я из Удмуртии, но... Это вот типично удмурты, да, прям видно. С русской свадьбы быстренько вот и приехали праздновать удмуртскую. Мы совместили в себе все элементы, чтобы и русским гостям было интересно. Это жених или это... Жених — это жених в национальном костюме, он отпугивал злых духов. Хорошую свадьбу. Это испытание для гостей. Сколько раз надо прыгнуть? Чем больше, тем лучше, на здоровье, на счастье. Вот жених как раз-таки со своими друзьями едет за невестой в дом невесты. Вот моя мама встречает. Пирогом? Ну да, тот же самый каравай переняли мы чуть-чуть у русских. Ну ладно, все-таки хлеб всему голова. Почему нет? Конечно, у удмуртов тоже. Ты должна обязательно попробовать. Ну, вот жених меня нашел. Сейчас он будет забирать меня с отчего дома и увозить к себе. Все вот эти гуляния, они растягивались на 3 дня, а то и на неделю. Обязательно, естественно, наши вот родники чистейшие, целебные.
на чистую, хорошую, здоровую жизнь. Чтоб волосы росли, да. Обязательно. Хорошо. Ну и гостей мы также окропили нашим родничком. И вот эти вот все переходы, это из какого дома в какой дом? Это, значит, это из дома... могло быть и в другое село. Ну, то есть из... Ого, вот это... без рук, да? Надо. Конечно, обязательно. Кто больше откусит, тот и хозяин. Кстати, кто? Ну, муж, конечно же. Я уж поддалась. Вот так вот. Сокровенно огонь только что показали. Ну и, соответственно, уже сам обряд. Головной убор, когда меня одевают, из девичьего головного убора мне одевают уже головной убор замужней вот женщины. как красиво, как богато одета невеста, и как скромно, непритязательно одет жених. Мужчина, конечно, это ж мужчина. Нечего, да, вот это... Национальное наше блюдо табани обязательно должна была показать свои умения. Это не блины, это что-то другое? Табани. Но это не вы, наверное, блины? еще не пробовали, принесем обязательно в следующий раз. Хорошо, что уже что-то принесли, уже спасибо. Ну и Так. показать, как мы умеем танцевать. Репетировали долго вот эти танцы? Или это... Вот, может, помидору можно этому научить? Потому что Можно легко. Зовите а то сюда, лезгинку-то я не возьмусь его учить, он тут все У нас легкие разнесет. танцы, на самом деле, легко обучаемы. Это и нам обещали. Мы попробуем обязательно наших друзей научить нашим Хорошо. танцам. Кавказские свадьбы не менее сложные. И вот как это все происходит у кумыков? Я вас удивлю, кумыкская свадьба проходит без жениха. То есть, у нас уже столько людей из Кавказа было, мы не удивимся, но я задам вопрос. А почему? Потому что жених должен показывать свою скромность, он не должен находиться на свадьбе перед взрослыми, это уважение, просто уважение старшим. То, что... Или, может быть, это вот последние часы свободы вот у него есть, а потом он уже... Он все это время находится, может быть, в соседнем здании, помещении со своими друзьями. То есть друзья могут заходить к нему и параллельно еще заходить. Это у них там веселье, или они такие сидят и прощаются? Нет, у них такое мини-веселье, они сидят, как бы, да, мальчишник, грубо говоря. Но, знаете, я слышал, что невесты обычно на кавказских свадьбах самые вот такие вот обездоленные, что ли. Вот. Обездоленные в том плане, что раньше невеста вообще на свадьбе, как бы она должна была стоять в углу. Вот-вот. Вот, да, это считалось как уважение к твоим будущим родственникам, к твоим будущим родителям, жениха и всем остальным. Но, по крайней мере, там что-то делать, готовить на свадьбе она должна была как-то... На свадьбе нет, но после свадьбы вечером обязательно. Хинкал – это обязательная традиция. Хинкал – это ключевое слово кухни, насколько я знаю. Да. То есть она должна будет, знаете, как отстояла свадьбу, а потом всех накормить. А потом еще всех накормить. А вот это вот этапы потом, ведь это все же очень сложно, входит в дом, ведь там, так сказать, самое скромное место, да, у жены, у молодой жены. Как вообще вот это, потому что вот эти все эти нюансы, когда вот это вот в иерархии, да. Но она заходит уже в свою приготовленную комнату и не выходит оттуда, пока ее не позовут на кухню, пока ей не скажут, вот тебе готовить. Это у нас называется уяж. Ну, невесту должны как бы вытащить в ту комнату. Она должна переодеться в домашнюю форму. Микрофон только, да. Да, переодеться в домашнюю форму и уже готовить всем гостям, кто пришел на хинкал. Это в первую очередь друзья. В домашнюю форму это вот это строго довольно звучит. Да, домашняя форма это вот передник, ашвиге, говорят у нас, выводят невесту, и вот она должна готовить. Иногда присутствуют даже, может быть, друзья жениха, которые контролируют, все ли она сама приготовила или кто-то ей помог. Иногда даже всех выводят, оставляют там одну подругу, не смотрят, что именно она готовит и как. Да, но все это время, пока это все происходит, пока невеста готовит для гостей, жениха также и нет, как и не было. Вот я вот хотел спросить, муж-то уже когда? Он уже даже не жених, он уже муж. Он уже муж, он все равно не имеет права заходить, это тоже как уважение. То есть пока она всех не накормит, пока вся родня не скажет хорошо, да? Вот, пока гости есть в доме, он не заходит. Вот только как гости уходят, уже все довольны, и вот после этого он должен зайти так, чтобы его никто не увидел.
Это то есть как? Через окно? Да, это через окно, может через балкон. Ну там хоть какие-то послабления есть вот, или нет? Или я прям... думаю, этот жених уже заранее все предусматривает этот момент. Главное, чтобы родители не увидели. Знаете, сейчас родители... Нет, подождите, Закир, вот вы женатый человек. Да. Вы уже это все делали. Как вы вот пробирались? Ой, я... Поделитесь опытом. Я жену на второй день только увидел. Как рады были, знаете, как-то давно... Как мы видим, наверное. Надо так, надо. Вот это вот... Это хорошо, если жена не смотрит эту передачу. Да, вот это, да. Я думаю, что вот это... А что она может, кстати, сказать? Вот сейчас уже прошли годы, это уже, так сказать, давно крепкая семья. Вот сейчас вот она... Может как-то так высказать какие-то претензии? Ну, так, по семье. Честно говоря, у нас в семье нету такого. Вообще, вот кто вот на семейном совете, вот никого посторонних нет. Кто право голоса, у кого какое, кто может? У мужика, конечно. У мужика, конечно. Да. Дагир? Я хочу дополнить, что у кумыков есть такое преимущество, что жена имеет право, то есть говорить слово есть за ней. То есть у нас нет такого у кумыков, что вот жена, ты вот сиди там. Угу. То есть у нас жена более свободна, то есть она может говорить свое недовольствие, свое желание. Вот это у нас отличает от горских народов. Да, но ее мнение это учитывается? Но ее мнение как бы мы прислушиваемся, а потом как бы уже... Сами уже решаем, да. Я извиняюсь, что я перебиваю, я просто хочу передать на эту сторону, потому что я знаю, что у удмуртов не так. Вам повезло, у нас матриархат. Да. Женщины единственное, к чему их не подпускали, это к лошадям. Вот и все. То есть лошадьми заведовали мужики. То есть можно было, да, вот это вот уйти на конюшню и там отсидеться. То есть как и раньше, как в гаражи, вот она откуда традиция, да, ушел на конюшню и там отдыхаешь. Кстати, у удмуртов 3 свадьбы. Но мы не потому, что мы не постоянные, полигамные, нет. Просто первая свадьба, когда мы рождаемся, это свадьба с жизнью. Так. Вторая свадьба, это с любимым человеком. Ну и третья свадьба, это свадьба со смертью. Потому что дальше жизнь продолжается еще. Как-то серьезно все. А в принципе, вот хорошо, ладно, вот мы выяснили, что кумыки, они такие прогрессивные, женщина может сказать. А удмурты прогрессивные, мужчина вообще имеет какой-то голос? Хоть что-то, он какой-то совещательный какой-то? Сейчас у нас все в равноправии. Ох ты, добились своего мужика. Я же говорю сейчас. Да, я вижу. Они потом меня бить но не Степан будут, конечно. как-то все-таки... Вспомнить такую известную притчу, что ли, скажем. Первый год замужней жизни мужчина говорит, женщина слушает. Второй год женщина говорит, мужчина слушает. Третий год говорят оба, соседи слушают. Ну, да, вот это как-то похоже. Можно еще вернуться к теме о свадьбе, именно о свадьбе с любимым человеком. Я просто подготовила песню. Да, это будет, это мы помним, да, все. Но у нас ведь еще же есть, как сказать, у нас ведь есть такой тоже традиционный и красивая часть нашей встречи, это, да, костюмы. Да, я прошу сейчас приготовиться, но я хотел спросить... Я хотел Самиру спросить, а вот у тебя есть костюм? Вот такой же красивый, как у Рушии? Свой? Нет, но я хочу такой же. Когда ты хочешь? Когда тебе уже? Когда купят. А в принципе, вот, ну как сказать, девочки, когда начинаю полагать... Давайте уже выйдем, будем показывать эти замечательные костюмы. Пойдем. Так, микрофон я возьму, а потом вас пригласим, и вы споете нам. Так, давайте начнем. Вот начали говорить с кумыков, вот вам микрофон, держите. Ага. Вот костюм. И все-таки вопрос. Когда девочке полагается такой... Чуть-чуть назад, чтобы мы были, да, на свету. Ага.
Вот, когда девочки уже можно, так сказать, просить, требовать или вообще, когда и сошьют такую красоту? Раньше, конечно, дети после 5-6 лет уже девочкам полагалось вот такую же одежду, как взрослым. Уже как то есть вот девушка. Вся вот так вот. Да, вся эта экипировка, можно сказать, после 6 лет уже как мы говорим, форма. Форма, да. Девочкам уже надо было одевать. Вот. А что касается моего костюма, так, вот это называется внутренняя рубаха, платье. Оно у женщин раньше больше одевалось дома. Ну, конечно, есть были выходные, но больше такая домашняя одежда получалась. А на выход, чтобы выйти уже после, надевался сверху кабалай. То есть вот в таком платье просто нельзя выйти, его надо еще сверху. Да, это просто считается рубаха, это под кабалай. А вот этот уже сверху кафтан, он называется кабалай, и он, смотря от цвета, зависит, куда его именно нужно одеть. Вот, к примеру, белое, естественно, это свадебное. А красное, к примеру, я вот слышала, что это именно к достатку, от достатка, То есть это когда хочешь показать свое богатство, мы вот тут не просто вот так. Красные, яркие цвета. Женщины более старшего возраста, они одевали вот эти вот платья более темных тонов, ближе вот к серому, наверное, к коричневому. А вот молодые девушки, они больше красочные, отличие яркие. Девичьего и женского Да. Вот они более яркие, более с золотом, с вышивкой, вот именно вот у девушек. А то есть семья как-то вкладывала, это вот как, Да, вообще считала, что это такой большой вклад такой. То есть дорогая девушку надо преподнести, чтобы она была красивой. Замуж-то выйти надо. Согласен. Про мужской костюм. Мужской костюм. Чем, вот знаешь, как отличие лезгинки кумыкской, да, вот танца, так и костюма, потому что вот, газыри, кафтан, папаха, все похоже. Вот в чем вот отличие, если они есть? Отличие у кумыков костюма, это в первую очередь цвет. Вот коричневый цвет, он с давних времен шел у кумыков. Именно коричневый цвет. Вот. А по поводу... Да, рукава были длинные. Здесь она не показана, почему? Потому что у нас танец был такой не фольклорный. Вот. А так он длинный. Вот. Как у остинов. Вот. И папаха идет только вот эта, каракулевая. Она, сейчас она сценическая, а раньше шла она с этого... овчина, каракуль. Каракулевая папаха. Из чистого каракуля. Вот. И чиги. Сапоги. Да, нет. Это не Это более сценический. Да, это сценический вид. Сейчас одевают и чиги. В них я понимаю, танцевать, хотя тоже вопрос, но ходить, мне кажется, очень сложно. По камням это же такая мягкая подошва. Раньше одевали сапоги. Вместо вот этой подошвы здесь как бы маленький такой низкий каблук, вот, и чуть-чуть толстая подошва была. И, конечно, они не облегали так, как наши сценические. Вот, конечно же, кинжал. Конечно же, вот, конечно. Как без нее. Кожаный ремень, газыри. В этих газырях все по-разному говорят. Говорят, там порох, да? Раньше, да, хранили порох. А сейчас? Сейчас ничего. Что у тебя там? Нет, они деревянные. Это просто Да, палочки. это сценические атрибуты. И по поводу башлыка. Башлык, да. Вот сзади у меня висит башлык. Такой облегченный, это понятно, для концерта. Но, в принципе, это же, да, это утеплитель такой. Раньше постоянно одевали башлык всадники. Вот. И все одевали в плохую погоду. То есть это такой капюшон, да, который... капюшон. А всадники одевали постоянно. Понятно. Хорошо, давай. Сейчас... нет, вот тот самый вопрос. Мы сейчас перейдем к удмуртам. Но вот этот самый вопрос, Крестинин.
нюансах лезгинки кумыкской, если это можно вообще, если это правильно называть лезгинкой? Есть у кумыков один нюанс, вот именно обязательно вот на свадебном торжестве, к примеру, если мужчина хочет пригласить женщину танцевать, у него в руках бывает такая палочка, сюйдум таях называется, как палка любви получается. Вот без нее, считай, не приглашают вот именно вот на это руках. Надо что-то держать в руках, какую-нибудь палочку, цветочек, что-нибудь. Ты ее вручаешь девушке, да, и девушка выходит танцевать. А девушка может сказать нет? Ну, это, конечно, она может отказаться по каким-либо своим причинам, но чаще всего не отказывается, потому что это как неуважение получается к твоему партнеру, который тебя приглашает. Танец уже был, это к чему-то обязывает? Нет. А сколько танцев должно пройти, чтобы это уже к чему-то обязывало? Ну, если тебя приглашает один и тот же человек, и почти на каждый танец, то, может быть, это может о чем-то говорить. Хорошо, это уже предположение, да. Какая-то тонкая дипломатия. Хорошо, спасибо большое. Я прошу вас, занимать. И теперь про удмуртский костюм. Вот куда-нибудь, знаете, сюда, вот под лампочку, да, чтобы было все хорошо видно. Так же, как и удмуртский язык. Я перебью? Да. На всех девушках маниста, вот покажите, да. Вы вообще всегда в них ходите? Ну, в большинстве случаев по праздникам, где мы хотим показать, что вот мы принадлежим к удмуртам, это наша национальная черта. Именно этот элемент, он показывает, что является оберегом от дурного глаза. Я сейчас... Нет, говорите, я просто пытаюсь посчитать, сколько денег. Там 500 рублей. А сколько изготовления стоит? Хорошо, все уже давно посчитано. Но, в принципе, это вот современное, да, то есть из современных монеток сделано оберег. А есть у кого-то какая-нибудь старинная, там, это должно же, наверное, какое-то серебро Да, быть? они изготавливались именно из серебряных монет, они передавались по наследству. И вес доходил вот этого украшения нагрудного до 7 килограмм. То есть они это все носили на себе. Да. Даже в поле выходили работать вот в этом всем костюме, в этом одеянии. А в этом можно искать какой-то смысл практически? Ну, знаете, как говорят, что вот люди, на Востоке женщины на себе носят золото, что если вдруг чего, она не останется без... Хотя в Удмуртии женщина сама все решает, кого без чего оставить. Это был вот прям действительно оберег или просто чтобы дорогая вещь была всегда при себе? Это был все-таки в основном функцию выполнял оберега, но все-таки, когда выходили в люди, это показывало достаток. Чем больше маниста по объему и по форме, то, естественно, то богаче семья. Хорошо. И теперь про костюм. И знаете еще какой момент? Вот отличие от русского костюма. Потому что, я так понимаю, много заимствований каких-то, переходов. Вот принципиальное отличие и вот, вообще, так сказать, функции. Как и удмуртский язык, костюм он разделяется на северных костюм удмуртов и у южных удмуртов. И вот центральный еще костюм. Да. На мне, вот, например, костюм периферийно-южных удмуртов Республики Татарстан. То есть, я являюсь удмуртской Республики Татарстан, то есть недалеко там от Удмуртии, рядышком. Это вот платье из домотканины, то есть они изготавливалась раньше одежда дома. То есть это не покупная ткань, это все ткали сами? Да, это ткали все. И также и фартук с нагрудником, все из домотканины получалось. Вот. А у северных удмуртов там больше преобладало цвета такие белые, красные в основном. И фартук шел уже без грудки, то есть просто обычный фартук вниз завязывался. И туникообразная рубаха была. Вот эти орнамент что-то на фартуке означает? В основном это как символ солнца, достатка. Хорошо. Ну что же, спасибо большое. И теперь все-таки выступление. Вот тот самое свадебное. Как это правильно назвать? Сейчас вы сами скажете. Пожалуйста. Возвращаясь к свадьбам, хочу сказать, что одна из важных традиций была песня невесты, «Прощание невесты с домом». Она называлась и называется по сей день «Шуан Гур». Я непосредственно буду петь песню южных удмуртов. Естественно, как сказала наша прекрасная девушка в народном костюме. У нас подразделялись на центральных, северных и южных. Коркаткины пыримы нощин шоради учкылы. О, ты щедник, то де мамы
hostes. Ateşenlik todemamı uktileştit. Жечь hostes. Прям видно, что прощается, не хочет уходить из родимого дома, прям слеза. Прям слеза наворачивается на глаза, слушая такие песни. Первая студия. Вот все бы женщины так пели. Что скажешь, Кристина? Да, вот сейчас поняла. Судя по тому, что невеста так грустно поет, не очень-то ей хочется уходить из отчего дома. Невеста специально грустно поет, чтобы просто как-то поспокойнее, чтобы было в доме. Какой у нее голос? Какой у Кристины потрясающе. голос? Просто... Великолепно. Голос нереальный пойте пишет. всегда, ходите все время и пойте. Вот это ваше призвание. Ларчан, ну ты же тоже поешь. Нет, ты же тоже поешь. Ну что ж, хорошо, нам пишут, что ждем выступления Самиры. Да, Самира умница и красавица. И... Ну, Самира зачитала нам стихотворение. Да, она прочитала стихи, да. Также требует мужской удмуртский костюм. Требует поклонницы. Где? Хорошо. Вот Самира, покажите Самиру, пожалуйста. Да, вот да. Самира уже выступила, помаши рукой твоим зрителям. Но если надо, Самир, ты же не откажешься на бис исполнить стихотворение? Может быть, прямо сейчас? Может быть, прямо сейчас, с экспромтом. Хотя бы четверостишье, пожалуйста. Ана тілім берген білім, салған мені түз yolға. Ана тілім бұлан анам, көп алға мені қолға. Ана тілде лайлай айтқан, чайқап мені бөшігім. Ана тілім, seni bulan boldu meni osum. Ana tilim qalav aytib, kakiylerim dati etken. Atam, anam, papay, kakay demen meni öğretken. Ana tilim, sen aytmagan, öğretmegen ne kaldı? Nasihatım yaşlığımda, yüreğime yağ saldı. Знаете, тот самый, спасибо большое. Спасибо, Самира. Но тот самый случай, когда ничего не понял, но все почувствовал. Самира в 7 классе уже с таким выражением, с душой читает стихи, которые не каждый может понять. Я прям должен извиниться перед кумыками, потому что мы немножечко поговорили об удмуртском флаге, но не поговорили о кумыкском. Он ведь существует, и он что-то значит. У нас есть его изображение. Вот если вы сразу поясните, чтобы уже, так сказать, мы в этом вопросе ясность имели. Так, ну, вы рассказывайте, сейчас включат, да. Кумыкский флаг – это синего цвета. Синий цвет – это цвет всех хазар, всех тюркских народов. Посередине у нас, вот, кстати, мы видим уже флаг. Посередине у нас тамга, называется вот эта фигура. 4 вертикальные полосы и 1 горизонтальная, которая соединяет снизу. И 3 звезды, такие золотистого цвета. Это звезды означает то, что, ну, сейчас чуть позже скажу. Вот синий цвет у нас идет на кумыкском, у нас титры. Тюрк миллентелини тюсю. Это цвет всех тюркских народов. Ага. Рассказывай, вот. Не надо читать, да. 4 вертикальные полосы – это наши реки, вот они. Это, если посмотреть на карту, вот они, 4 реки. Ага. Улучай, Кума, Сулак и Терек. Ага. Вот по бокам это короткие реки, это Улучай и Кума, посередине Терек и Сулак. Вертикальная, горизонтальная полоса – это Каспийское море, Хазарское море. Это пляж, давайте так уж. Да. Посередине между этими реками проживают и кумыки. И 3 звезды, что это? 3 звезды – это означает то, что мы проживаем между этими реками. Понятно. Ну что ж, теперь разобрались. И давайте так. Уже, знаете, как сказать, самое сложное, давайте уже меня показывайте, самое сложное, вот когда ведешь вот эту программу, это, как сказать, бороться со слюной, потому что пахнет замечательно с самого начала, потом удмурты уже, так сказать, поднесли свое угощение. Но давайте так, вот застолья, во-первых, праздники какие отмечаются вот в разных народах, и уже, соответственно, как там за столом правильно себя вести, что, так сказать, что можно, что нельзя, ну и потом уже перейдем к кухне. Давайте с удмуртов начнем. Ваши праздники. Вот про гербер мы уже что-то слышали, но что это, я, честно говоря, до конца не понял. Мы скажем немножко про гербер. Это гер переводится как плуг, геры, а бер – это след, то есть после плуга. Праздник первой бразды.
Да. Да. Я уже понимаю. Праздник окончания посевных работ. Нет, окончание, да. Окончание. Все-таки не первое. Борозда не первая, хорошо. И на этом празднике обязательно чествуют работников сельского хозяйства, а также варят обрядовую кашу, а потом угощают всех гостей этой кашей. Хорошо, про кашу чуть позже. Еще какие-то праздники, которые, знаете, ну, любят. Вот, к сожалению, у нас остались достаточно вот тут, в Москве, отмечаем это все одно и то же. Новый год, 23 февраля и 8 марта. А вот есть же какие-то такие свои народные? Ну, также, если Гербер – это окончание посевных работ, есть праздник начала посевных работ. Это по-нашему, мы понимаем. Ну, конечно. Да-да-да. Вся жизнь удмуртов, на самом деле, это праздник. Песни с нами всегда. Даже хочу заметить, на похоронах мы поем песни. Обязательно нужно петь веселые песни, чтобы весело, достойно потому что свадьба, человека. я же помню вот этот момент, это вот 3 свадьбы, да, с жизнью, с любимым. Все верно. Поэтому праздник должен быть с человеком до конца его дней. Значит, то, что пищион ош – это бычок, и щион, значит, поедание бычка. Забивается самый большой бычок, варится опять-таки обрядовая каша. А его-то за что? А у нас до сих пор есть жертвоприношение, чтобы было все хорошо, чтобы урожай был, чтобы все зашло, чтобы дало свои плоды. Без него решили обойтись. Без жертвоприношения. Ну, в следующий раз это вот это приворот и жертвоприношение. Договорились. Степан. Также я бы хотел вспомнить, наверное, самый вкусный удмуртский праздник – это День пельменя, потому что пельмени – это национальное удмуртское блюдо, и, собственно, в этот праздник все готовят пельмени и это новый праздник какой-то? Да, это новый праздник, ему 3 года всего лишь. Хороший, ну там уж нормально. Да, вот сколько вот на тренированный удмурт может съесть пельмени вот в праздник, например, в такой... Ну, килограмма 3, наверное. Степан, вот глядя на вас и на Кристину, прям вот по 3 килограмма, прям вид. Это у нас быстрый обмен ближе к себе микрофон. Хороший обмен веществ. Сейчас вам, значит, до этого вам только наша Кристина завидовала, а теперь вам все остальные девушки, зрительницы «Вечерней Москвы» завидуют. Что отмечают, что празднуют кумыки? У нас есть, кстати, видео такое вот. Давайте так, начнем с официальных праздников, вот этот фестиваль единства и так далее, а потом перейдем уже к таким праздникам народа. Фестиваль единства, ну это не так, что праздник, это мы сами, московские кумыки, организовываем. Это вот к вопросу, да, как остаться кумыком в Москве. Да. Мы организовываем всякие фестивали, вот один из них на экране, это Берлик-Той, фестиваль тюрков Северного Кавказа и Крыма. 2 раза мы провели, обязательно мы продолжим это. Проект должен стать ежегодным. Вот они, кумыки, аланы – это карачаево-балкарцы, азербайджанцы, крымские татары, нагайцы. Будем список участников расширять, и мы презентуем свою культуру, показываем, знакомимся с новыми народами, приглашаем много гостей. И делаем, кстати, один момент, один народ презентует другой посредством видео. Вот мы тоже пытаемся это тоже здесь организовать. Знаете, если это не будет нескромно с моей стороны, очень красивые девушки. Очень красивые девушки. Хорошо. Теперь праздники, которые вот празднуются вот, ну, не официальные, не те, что для всей страны, а вот исконные кумыкские. Ну, исконных таковых праздников нет кумыкских. Кумыки празднуют, это мусульманские праздники Ороза Байрам, Курбан Байрам. Ороза Байрам, это для вас привычно, наверное, слышать, это месяц Рамадан. Да. Когда мусульманин постится целый месяц, и после завершения поста он 3 дня принимает гостей, кормит гостей и раздает, сувениры. Я понимаю, что вот это вот, ну как сказать, это обязанность религиозная, это вот дело такое очень важное, но вот чисто практически не тяжело, вот 3 месяца, так сказать, ограничись, а потом начинаются праздники. Есть какие-то секреты, как это все? Ну, если честно, мусульманин, когда он держит месяц пост, как правило, он еще неделю держит. То есть он не сразу обрывает, конечно. Вот, то есть плавный такой выход. Да, это плавный такой выход, потому что, мы знаем по медицине, что нельзя так обрывать. Ну да, вот я этому и беспокоился, да. Да, но вот идет целое очищение месяц, то есть организм очищается, человек не ест, не пьет ничего.
там с утра до вечера. Я, к сожалению, не помню, кто к нам приходил вот как раз вот в этот месяц и принесли угощение, но даже ни глотка воды не сделали. Это было прям... нельзя. От восхода до заката. От восхода, я знаю, да, до заката. И вот у нас есть видео разговения, да, ифтар это вот как раз вот после... Да, ифтар это мы проводили на Поклонной горе в шатре Рамадан. В этом году мы провели второй раз. Мы кормили гостей около 1500 человек. То есть там не только кумыки, там были, скорее всего, наверное, все национальности. А если зайдет не мусульманин, его накормят? Там были, конечно, никто не выгоняет их. Там были и не мусульмане, и были православные, и евреи присутствовали, тем более у нас... Еще раз с Новым годом, дорогие евреи. Еще раз с Новым годом, дорогие евреи. Да. И, кстати, хочу отметить, что на ифтар в сборе средств участвовал весь народ кумыкский. То есть вот на это застолье это общий такой, это общий стол, что называется. Общий стол скидывали с разных районов. Даже когда мы в этом году объявили, что у нас уже все завершился конец приема средств, люди все равно сбрасывали. И еще всем уходящим еще какие-то гостинцы, да, дают, я там успел. Да, это наша традиция. То есть когда к кумыку домой заходит гость, да, там сидит, после того, как он уже уходит, да, кумык обязан дать ему что-нибудь. То есть это может быть и съедобное, или несъедобное. Это обычно называется... это пай. Пай называется. То есть какой-то гостиниц такой на память или просто гостиничное угощение? Мы вот в шатре Рамадана показали пай в виде еды. То есть люди брали с собой домой или там прям на улице пили чай и закусывали. Хорошо, мне нравится. Правила поведения за кумыкским столом. Ну, самый такой важный вопрос. Мужчины, женщины и старшинство. Я думаю, это ведь наверняка все это очень важно. Как это все происходит, кто там берет слово, может говорить, и как это все регулируется. Вообще считается, конечно, что все должны ждать главу семейства, к которому ты пришел, который вас кормит, все. И раньше, вот как я знаю, женщины напротив мужчин не садились. Но самое главное, что вы должны сидеть мужики напротив, и отдельно за тем же столом может сидеть женщина, только чтобы вот не напротив мужчины и не напротив вот именно вот главы, кормящего вас. А хозяйка дома вот при этом, она за столом или она вот бегает, не присядет? Присядет, только когда все уже разложено, когда у всех уже все перед собой, все кушает, все как закончено. А насколько должен быть, ну, если это, знаете, как не просто вот, ну, насколько стол должен быть богатым? То есть вот, знаете, как пришли в гости, особого повода нет. Ну, просто зашли гости. Я могу добавить, что когда приходят гости в кумыку, да, он обязан, то есть все, что у него есть в холодильнике, он выкладывает все, чтобы о нем не говорили плохо, чтобы не говорили, что он вот там нас плохо накормил. То есть даже если он там что-то воздержал, чтобы сам не съесть, он обязан это выложить на стол для гостей. То есть нет такого, что, так сказать, там первое, второе, третье компот и отделался, да? Вот пока все не отдашь, ты должен. Хорошо, давайте тогда к столу. У нас здесь, знаете, что здесь пахло все это время? Пожалуйста. Аршия, это вам. Знаете, стоп, подождите. Самира, юная хозяйка, а что умеешь ты готовить? Хинкали. Хинкали? Да. Да? Давайте с них и начнем. Я же знаю, что это... Микрофон. Самое главное, конечно, на столе у нас это тоже, что готовит невеста в первый день, это наш хинкал. К сожалению, его здесь на столе нету, но это очень вкусное. Это бездрожжевое тесто, раскатывается очень тонким пластом, разрезается на кусочки. Это все варится, подается с мясом любым, которое у вас есть, с соусом, соус томатный, с чесноком обязательно, или сметанный соус тоже с чесноком. Но ведь сами хинкали или хинкалы? Хинкали это грузинское. Вот это важно, да. А сами хинкалы, они же это пресное тесто, да? Вот его так просто не, вы знаете, не имеет это, мне кажется, не каждый Или есть поймет. Нюансы, да, вот эти? Нет, у каждого, конечно, свой нюанс есть. Наверное, может, кто-то там яйцо добавит, кто-то не добавит. То есть вот эти вот оттенки вкуса, мелкие, да, специалист. у каждой хозяйки, свое. Вот.
конечно, у нас, вот, здесь показано. Это... Давайте я буду показывать, а вы говорите. Вот, я То же умею. самое, это бездрожжевое тесто, это мясо, нашинкованное луком. Можно сказать и так, но оно у нас, видите, так красиво, такой косичкой заплетается. И подается очень красиво к столу тоже с... И как же это, если это не пельмень, то что? Курзе у нас называется, да, с томатом, соусом, со сметаной. Еще у нас много разнообразия вот этого курзе, пельменей, как вы говорите. Именно кумыкс, потому что туда ставится различная зелень. Халта у нас называется. То есть есть курзе только с мясом, есть курзе с халта называется, с зеленью, есть курзе яичное. Очень вкусная тоже. Здесь есть? А здесь нету. Знаете, я вот эти минусы я запоминаю, это повод еще раз прийти, а вам надо... Да, на следующий раз. Хорошо. И чуду. Чуду. Тут 3 разновидности чуду. С тыквой, кабах чуду, как у нас говорят, с мясом и с зеленью. Тоже творог с зеленью. Ну вот я понимаю, что вы, как сказать, остыли уже, да, ведь они же с пылу с жару должны быть. А вообще хозяйка, в каком возрасте она должна уже уметь? Вот, на хинкалы приготовить девочка, вот, чтобы это... Мама ее может уже, так сказать, делегировать эту функцию. Вы знаете... Вы во сколько научились? Я росла с бабушкой, я это очень рано, да. Я всему этому училась очень рано. Рано это сколько? Мы будем знать. 7-8 класса. Как считается. Для меня это рано, потому что... Самира говорит, что уже, ты же в каком классе сейчас? 7, а уже умеет. Вот кто рано-то по-настоящему. И последний вопрос. Кумыки много едят? Вообще трудно прокормить кумыкского мужчину? Вы знаете, много, это, такое вот, все мучное. Мучное. Вот много может быть и зелени всякой, которая там салатами, а много мучное обязательно у нас бывает, если не в обед, то на ужин. Поэтому много такое понятие. У нас много мучного едят. Понятно. Но, кстати, все стройные. Тоже, когда обмен вещей. Да, отлично. Вы можете помериться с удмуртами, да. В гостях, конечно же, мы мало кушаем. То есть скромность надо. В гостях не надо налегать, да? То есть хозяин должен предложить все, но гость не должен все съесть, да? Например, я такой. Прекрасный гость, рекомендую. Хорошо. Теперь к вам. Долго ехали к нам. Сейчас я могу сказать пирожки, а вдруг вы обидитесь. Вот эти блюда, что это такое? И вообще, чем удмурты угощаются и угощают своих гостей? Это горячие, вкусные. А вот сейчас, секундочку. Это вот почему мужчина отвечает на этот вопрос? Потому что Алексей у нас очень тщательно готовился к данной передаче. Давайте все-таки, как сказать, если бы здесь был конь, например, я бы сказал: Алексей, расскажите нам, пожалуйста, о коне. А все-таки... Женщины готовят, а мужчины любят их есть. Вот и все. Пока женщина, приготовлением занимается, хопа, перепечи нет. Да? Перепечи. Вот мы как раз таки тот мужчина. Ладно, это Алексей, все-таки перевели стрелки на вас, пожалуйста. Я просто в рекламной паузе уже попробовал все перепечи. А мы видели. Да? Да. Хочу сказать то, что здесь есть традиционные перепечи, которые с начинкой из капуста с мясом, грибы, картошка, и новшество — это перепечи с вишней. Вообще, в принципе, сейчас, в 21 веке, делают различные перепечи, различные начинки. И сладкие, и не сладкие. Перепечи, это в принципе, это как я вижу, это в принципе пресное тесто, завернутое Степан берет слово, давайте, Степан. Я хочу сказать, почему вообще называется перепечи, потому что, собственно, это блюдо, оно готовится не в самой печи, а перед печью, и поэтому такое название перепечи. То есть в печи может еще что-то готовиться в это время, что ли? В печи, да. Хорошо, в ладно. В печи может готовиться табани, а перепечи готовятся перед Еще одно новое слово. Ладно, давайте дальше. Что еще едят удмурты? Наташ. Табани, о которых мы упоминали. Да. Это также такое жидкое пресное тесто, соответственно. Это вот то, что вы готовить должны были испечь, как невесты, чтобы показать, что... Это как блины, но из пресного теста. Их также с различными начинками. Они по вкусу начинают напоминать лаваш, наверное, да, что ли? Что среднее между лавашом и блинами. Надо попробовать. Надо попробовать. Знаете, вот это вот все надо попробовать, но мы вам в этот раз не принесли и так далее. Хорошо. Знаете, нас не так трудно уговорить пригласить вас в гости. А еще у нас готовят кровяную колбасу. Так. Просто собирают кровь, варят и колбаса. И колбаса. Это очень примитивно объясняю. Хорошо, это вкусно. На любителя. Так, грустите здесь в Москве по кровяной колбасе.
Кто-нибудь грустит по кровяной колбасе? Нет. Ладно, грустим. Ладно, хорошо. Тогда в камеру и грущу по бабушкиной, там, например. Кровяной колбасе. Да, которую она готовила. Я не знаю. Вот эти перепечья и вот это второе слово. Табани. Это каждая должна девушка уметь готовить? Конечно. Все умеют? Девушка должна уметь печь перепечь, табани и варить самогон. Это по наследству должно это умение передаваться. Вот мы подходим. Знаете, вот наша телегруппа, она вам простила все. Это то, что табани не принесли. Вот когда прозвучало вот последнее слово, вот этот вопрос «где?», я вот прям услышал его, он был в воздухе. Но вот этот момент, удмуртского мужчину тяжело накормить, Наташа? Я не спрашиваю про эстонского, я спрашиваю про удмуртского. Удмурты любят есть, да? И много едят. У нас славится стол. То есть, когда приходит гость, первое, второе, там вот перепечами, табанями не ограничивается. Там вот как говорят наши друзья, вот то, что есть в холодильнике, все на стол и накормить прям до отвала. Хозяйка, вот при всем при том, что она маниста и глава дома, тем не менее, вот она когда сможет присесть? Она вот все это за это праздничный стол. Точно так же у нас нет ущемления. То есть приготовила, всех посадилась и счастлива. То есть сначала всех накормить, да, вот все на стол поставить, только потом присядешь, да? Конечно, чтобы все были довольны. Может, что-то нужно подать, что-то убрать. Приглядеть за всеми. Все-таки хозяйка. Все-таки хозяйка. Хорошо, ладно. Еще я бы хотела добавить, мы все-таки все люди занятые. Да, и мы все умеем готовить эти перепечи, но сегодня нам очень помогли наши друзья, удмурты. Давайте. Где поесть удмуртского в Москве? Есть такая пекарня Емелины печи. Вот они на заказ, на доставку. Они просто замечательные перепечи готовят. Вы их обязательно попробуйте сегодня. Мы обязательно их попробуем. Можете не сомневаться. Мы попробуем все. И хинкалы, и кюрзе, и перепечи. Все этого не будет уже через минуту, как только закончится эфир. Но он не закончится, пока вы нам не покажете танец, а мы в нем вообще не поучаствуем. Да. Давайте. Все вместе. Все выходим? Да. Все выходим. Это будет мастер-класс. Быстро. Мастер-класс может быть не по лезгинке сегодня, но по удмуртскому свадебному, насколько я знаю, танцу. И нужно будет какие-то слова говорить предварительно? Удмуртский национальный танец, он называется тыпыртон. Главное в этом танце ритмично отбивать такт ногами, что сейчас, собственно, и покажет нам Олеся. Давай, показывай. Так, это как бы... Я покажу, как танцевать. Музыку, давайте музыку. Вот. Да, вот сейчас. Представители двух народов, удмуртов и кумыков. У нас сегодня в гостях были Степан Лагунов, баянист, виртуоз, Кристина Ярская, певица, участница группы «Ленинград», Наталья Журавская, представитель удмуртского сообщества, член удмуртского землячества, Алексей Бегишев, журналист, блогер, Олеся Палатова, этнопевица, член правления региональной общественной организации «Удмуртское землячество». И кумыков представляли Дагир Магомедов, председатель Московской кумыкской организации «Кумуклар», Джамбул Канакбиев, менеджер Московской организации «Кумуклар», Самира Бацеева, ученица 7 класса, Закир Абдуразаков, художественный руководитель школы лезгинки и ансамбля «Кавказ», и Рашия Магомедова, балетмейстер школы лезгинки «Кавказ». Что надо делать-то? Давайте все. Спасибо большое за внимание. На этом мы прощаемся. Помидоров, Кристина. Вот, наконец-то начали танцевать.